Вы знаете, конечно, можно спорить, тот хорош или этот хорош. Всем не угодишь. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится. Это безусловно. Но ставить на весы того или другого мы обязаны сегодня. Это первое. Во-вторых, конечно, мы уже всегда привыкли, нас приучили много лет. Все время, кто во главе стоит, его обязательно поддерживают. Ну, давайте немножко отойдем, если мы интеллигенты, имеем свое мнение, и будем высказывать свою точку зрения. И поэтому, если говорить, ставить на весы ораторские качества, ему равных нет, Мадумарову. Интеллектуальные способности, я тоже скажу, что ему равных я не вижу. Вот в том списке 8 или 10 человек сегодня выдвинувшихся. И потом, я в течение, наверное, 80 лет его поближе знаю. Глубоко порядочный человек, твердо стоящих на своих позициях и не изменяющий своим позициям. Трижды его прокатывали власти. Я сам был участником этого 12 или 13 год, этих выборов, когда до 2 часов ночи партия Бетун-Кыргызстан шла впереди, ночью в 4 часа свет выключили, а Атамекен шел 2%. Утром в 6 часов свет зажгли, приходим, все стало наоборот. 2% у Мадумарова и нужные 6% у Атамекен. Это так было. И третье, я скажу последнее о нем, что он все время идет без особой финансовой поддержки. Это тоже нужно признать. Поэтому, конечно, у Садыра я абсолютно против ничего не имею, Джапарова. Но опять же использование административного ресурса будет иметь преимущество. Сегодня уже, если еще агитация не началась, собираются целые стадионы, это уже о чем-то говорит. И наверняка он будет использован до самого последнего момента. И наверняка во главе акимиатов идет смена, ставят тех людей, которые должны будут это все протащить. Но я высказываю свое мнение, объективное, субъективное, и высказываю за Мадумарова. Мадумаров тот человек, который может сплотить всех. Вот. Человек, который знает несколько языков, человек, который знает, когда человек знает историю, я думаю, он не будет делать ошибок. Поэтому я тоже высказываю свое мнение о Мадумарове, и, естественно, я буду голосовать за него.